К другим темам. В Москве официально стартовал культурно-патриотический проект «Знамя Победы». Он посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Торжественная церемония состоялась в Центральном музее Великой Отечественной войны. Кто представил Якутию на мероприятии, узнаете из нашего материала. Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и находится на вечном хранении в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. На Поклонной горе у огня памяти и славы сегодня развернута копия знамени размером 1056 квадратных метров и весом 154 килограмма. В церемонии приняли участие герои Советского Союза, выдающиеся деятели науки и культуры, руководители всех ветвей власти из 85 регионов. Республику Саха представлял Александр Жирков, председатель Государственного собрания Иль-Тюмен. В главном зале славы была показана светозвуковая инсталляция «Дорога Победы», отображающая все важные этапы суровых военных лет. На первом заседании Оргкомитета Координационного и Общественного советов «Открытая Арктика» и «Знамя Победы» было отмечено, что акции данного проекта пройдут во всех крупных городах России, где будут установлены флагштоки с копией знамени. Кроме того, копия знамени будет доставлена на Северный полюс. Первое удостоверение участника высокоширотной полярной экспедиции и удостоверение члена Координационного совета проекта «Знамя Победы» вручили Александру Жиркову. Я сегодня был в зале славы, где высечены имена героев Советского Союза. Это сотни тысяч имен. И среди них 25 героев Советского Союза от нашей Якутии. Когда случилась беда, угроза Отечеству, все народы нашей России, все народы Советского Союза, они были едины. Здесь присутствуют потомки тех, кто принимал участие в этих великих сражениях, потомки солдат, победителей, которые принесли эту победу и сделали возможным всему миру показать сегодня самое большое знамя победы. Коллеги, я прошу всех вас встать и дать дань памяти нашим дедам и отцам, героям Отечества. Спасибо. Саргалана Захарова, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.